это называется наш национальный инструмент топ-шуур. На нем делаются две стороны и строится на кварту. Это уже стилизованный вид. А в старину он был натянут кожей, и гриф был намного короче. Горловые песни слышали когда-нибудь? Живую слышали, да? Живые. Ну, в телевизоре там. Первая композиция будет алкыш. Это алкыш переводится как благословение. Чтобы все было у вас в дороге хорошо, чтобы Алтай вас как-нибудь услышал. malğır berizin qalığım hey bireyim tuğları mezin berizin qudayım hedim sedim bolasın de bezin namır bolasın de hededi kük ettin çegezinde baza yolu bolasın Hüle yanımında bolasın hülü yanımende bolasın alu yanımında bolasın aru yanımende bolasın aldı yerim aru berizin ağını soğun geçü berin Yol yoruğum acı bolasın yobada çığıramaz bolasın Это благословение для вас, чтобы все было хорошо. Буквально вчера у нас закончился праздник, наш народный праздник Хэллоуин. Может, там были, не слышали, может, Хэллоуин был, большой праздник, 4 дня. Оттуда вернулся. Алтын күз, золотая осень. Sarı birder aylanıp Altayıma güz geldi Ağaçların gürüleri salkınga uçkılar Açuların kayıkılar Gökün kurtar bargılar Altayının içinde küskün salkın emşulay
야분간 야르르 야랑달 분홍질들 갈간 В орловом пении есть на самом деле три вида. Это архара, он связан с нижним миром, кювмей со средним миром и сыгыт с верхним миром. Архара, первый стиль, сейчас продемонстрирую. Когда пою кархара, горам горы множатся. Когда пою кювмей, зеленые травы вырастают. Когда пою сыгыт, на горах ветер поднимается. Первый стиль кархара. Второй стиль кювмей. И третий стиль сыгыт. Три стиля. Вот этот третий, наверное, самый сложный, да? Да, с третьим можно играть вечно, он такой. А по звукоизвлечению, вот какой самый сложный? Мне кажется, третий, Они нет? все Все одинаково сложные? одинаково сложные. Вот без одного стиля не бывает второго стиля, без второго стиля не бывает третьего стиля. Если хотите выучить это,
Но это возможно, конечно, научиться. Но у нас, поговорим, самый задаваемый вопрос это у нас, а можно ли научиться? Ответ да, можно научиться. И женщинам, и мужчинам можно научиться, но не всем силам. Просто как бы сказать, как бы баловаться. Да, Поверхностно. да. А вот все три стиля приходят у нас по наследству, получается. Со стороны матери у меня прадедушка тоже был становителем голубого пения, и через какое-то поколение передалось мне. Я уже как больше 15 лет занимаюсь голубым пением. Вчера тоже с конкурса приехал. У нас международный конкурс по алтайской стиле бывает. Там тоже 13-15 лет подряд лауреат. В старину он звучал вот так вот. Ладов не было, сейчас тут лады есть, тут можно все играть. И люди тогда не знали, что такое строй, и получалось, как бы перенапрягались. И поэтому поднималось давление, там лопают какие-то артерии, и человек как бы терял зрение. Тоже давление идет, очень большое давление. Вот такую музыку исполняли, получается. Ну давайте сейчас вы мне подпоете, тоже поможете. Эту песню вы знаете все, 100% вы знаете все. Я слов просто не знаю. кедра, поэтому на погоду, на любой подъем погоды, температура реагирует. Есть такой инструмент, она полностью, это самый сложный духовой инструмент среди духовых инструментов. Тут нету ничего, можете посмотреть, вот так передайте трубу, смотрите, ничего там нету внутри, свистка, ничего. Она делается у нас, ну это уже стилизовано, это уже как бы из дерева. Раньше делалось из сушеного борщевика. Борщевик отрезали, сушили, она когда сушится, она становится немножко твердой.
дырки сразу заготавливают, потом отрезают и сушат. Говорят, она ядовитая, но мы народ уже прирученный поводок, я думаю. Ну, тут у нас видели, да, какие борщевики по 3 метра бывают. Вот такой инструмент. Но этот инструмент используется в основном в ансамбле, когда много людей сидят и держат основную партитуру, как, например, как барабаны. Просто длинные круглые ноты. Есть еще один инструмент, он всем, наверное, известный, это варган, помус. Маленький инструмент, маленький, но очень такой. Всему помогает, когда у человека насморк. Кстати, приобретайте каждый помус тут где-нибудь. И когда насморк, вы же, получается, зубами касаетесь. Когда бьете, это идет вибрация, та же самая вибрация по всему черепу идет. И тем самым освобождается вот носовая носоглотка. Я
уверен, что среди вас кто-то играет, может, кто-нибудь пробовал, учился. Есть такие? Наверное, пробовали, интересовались. Ойнобостон келген, оталары келген бе, Киргабастан келген, жылнара келген бе. Переводится как шуточная песня. Ойнобостон келген. Если ты пришел не поиграть, то зачем ты пришел? Если ты пришел в гости, то ты пришел за огнем. Ну, смысл как-то на русский сложно передать. Ойнобостоне келген, оталарға келген бе, Киргабастоне келген, жылнарға келген бе. Ойнобостоне келген, оталарға келген бе, Киргабастоне келген, жылнарға келген бе. Ойнобостоне келген, оталарға келген бе, Киргабастоне келген, жылнарға келген бе. Тоже такая песня «Тундра» называется, нашего исполнителя Болота Байрашева. Один по тундре еду я, и песня слышится моя. Гори, сияй, звезда моя, к тебе навстречу еду я. Гори, сияй, звезда моя, к тебе навстречу еду я. А ночь темна, ночь светла, и в небо глубока. Гори, сияй, звезда моя, к тебе навстречу еду я. Гори, сияй, звезда моя, к тебе навстречу еду я.
Джайзаңдар песня. Джайзаңдар переводится зайсаны. Это самые главные в роду в селе. 보소 작다르당 베리 қарбажында от тұрған еркек сөзін айғайжи балғыр сөзін жайған жайзаңдар алтай бөрігі бажында қапталын иннене жайған инне қурын құрчанған алба төсегі шыққан жайзаңдар Junjamların yığılan sazın salıp yüreten sarı bürde yaşıl bür yanlap yürügen yayzanlar Baylağanı alatayım sannanğanı ger alatayı çaktan gelgen sözüm Altayım Alıp tarı yulucu Borularda bolasананған Башна тұрған жайзаңдар Албатысын баштап Жеңіп алып жайған жайзаңдар Жүнжаңдарын жиғызбан Сазын салып жүретін Сары бүрде жашыл Жаңдап жүрген жайзаңдар Baylağanı alatayım sannanğanı ger alatayı çaktan gelgen sözüm Altay Adalar bergen sözümdi sındırtpay yürür sen jayzaң Ene bergen dilingdi sındırtpay yürür sen jayzaң Мончоғалы қортоодо чөгөдө düşпесин жайзаңдар Все песни мы поняли только слово «Алтай». Да, самое главное Алтай. Про Засяна поется, про то, что какое он слово скажет. В старину бывало так, что в пригорках у Засянов, у старых людей, получается, была же скамейка, они на этой скамейке сидели, или бревно, там, или камни какие-то там сидели и обсуждали проблемы своего народа. И эти же Засяны направляли свой народ на правильный путь, чтобы они не спотыкались и шли прямо по своему, получается, по своей судьбе, по своему пути, и чтобы народ помогал, чтобы ближний сосед помогал своему соседу, чтобы тот сосед другому соседу, короче, чтобы было единство. Алтай қалың, Алтай мой народ.
давайте отвечу. Про костюм. Вот. Этот костюм носит сказители. Называется Таптал. Этот орнамент означает бесконечность. На спине у меня... На спине это знак моего рода. Морал. А вот у нас национальной будки получается носом вверх. Это сделано для того, чтобы Алтай говорят колыбель духов, и все живое как бы тут священно, и чтобы когда на землю наступали, мы как бы перешагивали. Не убивали, а перешагивали просто как бы летящей походкой, так можно сказать. Ну, задавайте вопросы. Ну, много ли желающих учиться вот этому искусству? Да, у нас вот конкурс прошел достаточно много, сейчас очень радует молодое поколение. Вот они учат эпос и также видят нового пения, также участвуют. И, как бы, конкурс сделан для того, чтобы как бы была конкуренция, чтобы человек хотел как бы догнать лучшего своего наставника, и потом учиться еще лучшего, получается. И да, много достаточно. Вы преподаете? Я сам работаю в Якутии. Там в Якутии в колледже культуры преподаю, да. Там только не горловое пение, там только инструменты преподаю. Сейчас с этого года, может быть, начну. Горловое пение со скольки лет мальчикам, вот, например? Вот это тоже очень важный вопрос. После того, как уже голос станет, бывает же переломный, ломается, да, после надо, а то не надо перед. После того, как голос установится, можно учиться уже. Только мужчины, да? Нет, Девочки почему? тоже? много. Ну, когда вот девочкам нежелательно, очень звучит не так. Высокие ноты, и там еще переживается, и так далее, и прочее. Так мало. А так-то мало. У нас на Алтае одна есть, в Киргизии одна есть, и в Бурятии одна есть, в Хакасии одна есть. Они взрослые женщины уже. Еще задавайте, формулируйте вопросы. Ну, вот в классическом пении, например, там есть 3 типа голоса. Тенор, баритон и бас. Ага. Вот. А здесь есть какое-то распределение? Или все учатся по одному? Нет, тут три же вида. Кархара это самый нижний. Это получается бас. БМ это более средний, это тенор. Этот, да. И сопрано это как бы уже свист. То есть есть такие... Там диапазон очень большой, на самом деле можно развить. Я даже сам не верил, даже не знаю. Ну, то есть есть певцы, которые только, например, нижний, да, горловое пение Да. поют. Есть там среднее, да? Потому Да. что может быть не быть вот этого нижнего регистра, да? Чтобы получить средний вид, нужна обязательно нижний. Нужен обязательно. Как бы техника. Мы не горло пережимаем, мы тут диафрагма и тут пережимаем, а тут горло наоборот освобождаем. А на высоком, вот вы На высоком, краснеете, на это давление головы, да? На совете получается все давление, весь свист идет сюда и циркулируется и выходит, получается. Мы передаем звук не сразу на ухо, а сначала получается Непонятно. черепно-мозговую часть, получается. Там Чтобы циркулирует, засвистел, и потом да, выходит. И вот первый стиль не просто нужно как бы, надо прочувствовать его, нижний. Не только, получается, вот тут, да, примерно где-то здесь, всем телом, как будто всем телом
и тоже, ну, человеческое тело как бы самый совершенный инструмент, это нельзя Самый- сказать. Ну как вам на Алтае? Здорово. Замечательно. Или какой-то раз уже бывали, или первый Нет, раз? первый. А откуда поинтересуюсь? Мы из А. Карелии. Карелия. А, разные. Москва. Да. Москва. Забайкальский край. Вы уже знаете, я играю в группе Алтай Кай, называется, можете набрать в интернете, посмотреть. Группа Алтай Кай. Просто Алтай, пробел Кай. Алтай Кай. Всемирно известная группа Алтай Кай. Ну, напоследок, чтоб с вами всегда были наши батыры. Батыры это богатыри. Спою песню о батырах. О богатырях. Браво! Задавайте, не стесняйтесь, отвечу. Где уже побывали? Вы отсюда приехали, отсюда? Или уже обратно? Мы на середине пути. На середине пути, да? На Катуярык, на Марс? На Марсе Уже были? были. На Марсе были, да? Катуярык Тоже были. были? А куда дальше? На Гайбах были. А Ахтуру? Ахтуру? Поднимались? А, не поднимались? Уже не помню. Ахтуру это вот ледяная гора, вот, которая... А, я не понимаю. Завтра на озера. Послезавтра не знаю. А послезавтра домой. Ну, мы тоже вот на Алтае живем. Некоторых мы тоже сами не бывали. Ну, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Алтай Кай нашли, да? Да, нашли. А группа у вас какая-нибудь ВКонтакте есть? Подписаться можно? Да. Да? Тоже группа есть. Группа есть, Инстаграм есть, Телеграм